Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости за декабрь 2018 года будет комментировать основатель Мордовского регионального отделения, сооснователь Мордовского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Владимир Евгеньевич Гридин. Первая новость называется «Повышение стоимости общественного транспорта». В Саранске 25 декабря более чем на 20 маршрутах частных предприятий общественного транспорта была повышена стоимость проезда до 23 рублей и 25 рублей. Всего у нас частные перевозчики занимают 35% пассажиропотока, на 5% больше, чем в прошлом году. Это такие организации, как ООО «Сигнал-С», ООО «Первая ассоциация транспортных предприятий» и 8 индивидуальных предпринимателей. В связи с этим начальник транспортного управления городского округа Саранск Игорь Валерьевич Белорунов сообщил по поводу повышения, что практически по всем из обозначенных частных маршрутов работает дублирующий маршрут муниципального транспорта, где стоимость проезда остается прежней. Но прошло 3 дня, и 28 декабря правительство Мордовии приняло постановление о повышении цены за проезд на общественном транспорте до 20 рублей или 19, если безналично. Вот. Как бы вы это прокомментировали? Как это нам нужно это оценивать? Повышение стоимости платы за проезд. Это оценить очень легко, что людей уничтожают в России. В Мордовии и в России. Никто не думает. Люди – это просто пыль. Вранье со стороны руководителей региона и российских властей. На телевидении идет только вранье, вранье и вранье. На самом деле люди хуже, хуже и хуже наши живут и становятся страшнее для людей. И получается просто состояние граждан республики, вы обратите внимание, просто уже состояние такое, все на взводе. Как я хочу сказать, главное в дурдом не попасть от той ситуации, которая творится в наше время. Но это мы об этом говорили и перед выборами. Ну, кто за президента подавал свой голос, ну вот пусть они и подумают, как жить дальше. Чтобы при следующем возможности принимать решения уже был опыт и оценка, какой результат был у предыдущего их выбора. Конечно, я всегда и раньше говорил, самое главное экономика, а не тот, который бред нам несут с телевидения. И люди у нас просто зомбируют, и все. По-моему, кстати, люди начинают прозревать. В чем это выражается? Ну, это везде, уже вот обращаю внимание, в обществе уже говорит реально, что действительно нам врут, врут и врут. Власти республики, все телевидения и власти России. Но по поводу новости о повышении цен еще скажу в их защиту, что по данным мониторинга на 28 декабря среди всех столиц Приволжского федерального округа в Саранске одна из самых низких цен. 20 рублей, в Йошкар-Оле, Кирове 22 рубля общественный транспорт, в Саратове 23 рубля муниципальный общественный транспорт, Самара, Казань 25 рублей. Вторая новость. В конце 2018 года Москва утвердила кандидатуры новых ректоров 3 мордовских вузов. Это вузы, в которых сменились ректора кооперативной, правовая академия и педагогический институт. В правовой академии подала в отставку ректор Надия Низамеддиновна Азисова. Она только 2 года была, но по информации столицы ЦС, правоохранительные органы ее в каком-то неблаговидном поступке уличили и попросили подать в отставку, и ректором стал предыдущий директор правовой академии
Галина Петровна Кулешова. Это состоялось 17 декабря. А с 7 ноября и 27 декабря по одной и той же причине сменились ректора в других вузах по причине достижения предельного 70-летнего возраста. Борис Федорович Кевбрин был уволен с поста ректора Саранского кооперативного института. Вместо него был назначен сын Раиса Касымовича Хайрова, председателя Мордовской республиканской организации профсоюза работников среднего и малого бизнеса, Роман Раисович Хайров. А в пединституте Мордовском государственном вместо 70-летнего Василия Васильевича Кадакина была назначена 27 декабря дочь председателя Госсобрания Республики Мордовия Владимира Васильевича Чебиркина, Марина Владимировна Антонова. Она была в университете, работала и начальником международного отдела, и на кафедре финансов и кредита, и потом заместителем председателя Госкомитета по труду, первым заместителем, ректором Мордовского республиканского института образования. Она у меня, кстати, принимала один из зачетов на кафедре финансов и кредита. У меня о ней очень приятные впечатления, связанные с студенческим возрастом. Как бы вы оценили принцип назначения родственной на должности ректоров и в целом работу этих трех вузов? Ну и вообще насчет родственников, не родственников. Ведь образование должно быть образование. Если достойные люди и способны действительно, чтобы повышение образования у людей был достойный, то какая разница, родственник, не родственник. Но суть, когда в настоящее время образование уничтожают в России, в прямом смысле слова, поэтому вообще об этом, о чем можно говорить? Именно та политика, которая проходит и в России, и, естественно, в Республике Мордовия. А Мордовия у нас, я считаю, самая одиозная республика Мордовия в России. Мы же сейчас только власти заговорили, что самый большой долг в России внешний – это Республика Мордовия. Мы к этому вернемся еще попозже. Да, поэтому, о чем можно говорить? Образование в упадок, и все ниже, и ниже, и ниже. И поэтому какой родственник у кого-то? Главное – качество образования. А вот это качество у нас нет и становится хуже, хуже и хуже. А вот теперь следующая новость связана с качеством борьбы с организованной преступностью у нас в Мордовии. В 13:05 дня 4 декабря, в День народного единства, один из соучредителей гостиницы «Саранск» Владимир Владимирович Сипров вошел со стороны двора через служебный вход со своим знакомым, который на лестнице достал огнестрельный пистолет марки ТТ и трижды выстрелил ему в живот и по ногам. Перед уходом озвучил раненому какие-то угрозы и скрылся на автомобиле. Раненого прооперировали успешно, слава богу. 7 декабря Следственный комитет Мордовии на сайте опубликовал информацию, что в федеральный розыск объявлен подозреваемый в покушении на убийство некий Владимир Дмитриевич Антяскин, которого связывают с раненым взаимодействие по 90-м. Так называемым, на самом деле, начало 2000-х. Это не первое нападение на одного из руководителей гостиницы «Саранск». Утром 10 июня 2003 года до сих пор неизвестный человек ножом пырнул перочинным замма директора гостиницы Ивана Фарченкова. Преступление до сих пор не раскрыто. Вот сын убитого Вячеслав Фарченков 5 лет назад в интервью «Столице С» сказал: «У нас до сих пор нет никакой информации по поводу убийства отца». Как вам с борьбой с организованной преступностью? Все в порядке у нас в Мордовии? Я по этому вопросу так скажу. Вот то, что вы говорите, во-первых, это уголовные дела, это не коррупционные. Это чистая уголовщина. Это мое личное мнение. А то, что коррупция у нас не работала, и не знаю, пока тот режим, который у нас в наше время в России, эта коррупция у нас, я думаю, борьба с коррупцией не будет. Именно
с Кремля начинается и в Республике Мордовия. Это мы по поводу коррупции, Владимир Евгеньевич, тоже попозже еще обсудим. Хорошо. А вот с оргпреступностью, как вот вы, если сравнить с 90-ми годами и сейчас, Ну, я и в прогресс 90-е годы говорил, что такое преступность. Преступность контролируется МВД, КГБ, а тогда не КГБ, а у нас... ну, служба контрразведки или ФСБ. Да, потом. и, значит, прокуратура. Организованная в том числе? Так это вот имеется в по виду. моему убеждению, это именно те люди, которые контролировали именно преступностью в Республике Мордовия. А вот те вот мальчишки, которые действительно, ну, очень просто шли куда-то на расстрелы, геройски погибали, просто глупые ребята. А самые основные преступники – это те, которые контролируют. Это МВД, прокуратура и силовики. Вот кто такие преступники. Это по моему убеждению и в настоящее время. Потому что если у них монополия на защиту общества от организованной преступности, а организованная преступность существует, то даже косвенно, или как вот говорится, политическая ответственность за тем органом, который вот так неэффективно выполняет функции, что десятилетиями существуют преступные группировки, которые крышуют. Они бы не существовали так долго и стабильно, если бы у них не было сверху. Следующая новость, Владимир Так, Евгеньевич. естественно, да, это и наркотики основное, это действительно, вы понимаете, это ясно, что контролирует именно те структуры, поэтому происходит в наше время. Кто захочет, если государство, навести порядок, наведут, однозначно. Я думаю, что времена все-таки будут хорошие. За 1 месяц можно навести. Следующая новость. Взаимосвязь экологии и здравоохранения. Итак, поздней ночью, 18 декабря, в поселке Комсомольском и селах Алексеевка, Киржеман и Чамзинского района произошел аварийный выброс в атмосферу цементной пыли с предприятия «Мордовцемент», который входит с 2014 года в холдинг «Евроцемент». Серая цементная взвесь осела на крышах жилых домов, автомобилей. Очень красиво было. Это есть на видео и на фотографиях. Можно снимать кинофильмы. Значит, жительницы, у которых брали интервью журналиста телесеть Мордовия, одна из них сказала, что последние 10 лет такого не было, чтобы так прям красиво покрыло цементной взвесью. А раньше-то вообще задыхались, по колено ходили в цементе. Фильтры, наверное, не работают. Дышать тяжело, я уже с ингалятором хожу. 21 декабря, через несколько дней, прокуратура, Росприроднадзор, Роспотребнадзор пошли на территорию Мордовцемента с проверкой, чтобы узнать причины и вообще факт удостоверить. И штатный эксперт Роспотребнадзора, оптимист, сказал, проанализировав пробы, сказал, что в воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. А полпоселка покрыто цементом. Очень красиво. Но предельных концентраций, с его точки зрения, как бы не достигнуто. Замглавврача Комсомольской больницы сообщила, что вот такая цементная пыль, она ведет к хроническому бронхиту, хронической обструктивной болезни легких, к аллергическим заболеваниям, в частности, бронхиальной астме. Гендиректор Мордовцемента с апреля 2017 года это Сергей Викторович Марченков. И вот теперь это экология. А теперь смотрим здравоохранение. Какое у нас по раковым заболеваниям на первом месте? Это рак легких. 80% у мужчин. Ну, сейчас мы к этому вернемся. Чем дышат люди? По статистике за 2016 год Мордовия из 85 регионов на 4-м месте по количеству онкобольных на 100 тысяч населения. Санкт-Петербург, Москва 45-47, Татарстан 43, соседние с нами регионы 43, 64, а у нас 4 место. Мы лидируем в этом, мы молодцы. Дальше, в нашей республике по состоянию на конец 2016 года, данные последний, который обнаружил,
Нет, даже вот есть, наконец, 2018 года больше 25 тысяч онкобольных. Это на 25% выше, чем в среднем по стране. Вот. А наконец, 2017 года у нас на 100 тысяч населения показатель 3145. Это второе место в России. Тоже вот мы лидируем, наша республика. По количеству новых больных с диагностированным новообразованиями на 1000 здоровых Мордовия на 20 месте, на 16% выше, чем в среднем по России. Конечно, у нас заседают комиссии общественной палаты по этому вопросу. В начале декабря было. Главврач, онколог, руководитель Республиканского онкологического диспансера Геннадий Григорьевич Мельцаев внушал нам оптимизм. Он очень оптимистично глядит, рассказывает, какие у нас будут улучшения в будущем, что мы эту проблему решим. И в 2017 году у нас на показатель 486,5 на 100 тысяч населения, тоже на 16% выше, чем по России. В России у нас стоимость лечения в месяц до 400 тысяч рублей. Всего в онкодиспансере до 70 тысяч пациентов в Мордовском в год. Вот он как раз говорит, что в 2017 году статистику, какие виды раков у нас наиболее распространены. До 80% рак у мужчин – это рак легких. И причем 95% из них это курильщики, а у женщин рак молочной железы на первом месте. Дальше. Госсобрание нас радует. 25 декабря был утвержден региональный бюджет. Рассказывает, что будет выделяться деньги на здравоохранение больше, чем в прошлом году на 1,5 миллиарда. 4 миллиарда будет. И Симонов, министр финансов Алексей Юрьевич, рассказывает, что на 200% средняя зарплата у нас в среднем поднято для врачей, и будет построена в следующем году и детская поликлиника на 500 посещений, и новая поликлиника республиканского онкодиспансера, и новое диализное отделение будет открыто в клинической больнице. Санитарная авиация у нас будет появляться. В 2019 году начнут строить вертолетные площадки, в 2020 году уже вовсю начнут вертолеты летать по региону, спасать людей, пострадавших в ДТП. 29 декабря глава республики на площади подарил ключи от 10 машин скорой помощи и 48 школьных автобусов. Сказал, что за последние 3 года 50 машин скорой помощи предоставлено в республику, 97 новых автобусов школьных. И последняя вишенка на торте, Владимир Евгеньевич, это то, что 29 декабря Роспотребнадзор сообщил, что за 11 месяцев в Мордовии зарегистрировано 23 случая бешенства у животных, в 3 раза больше, чем в прошлом году. Как бы вы это прокомментировали? Ситуация у нас с экологией, здравоохранением и перспективами. Я коротко сказал. Вот глядя на всех, на них руководителей в нашем регионе, они люди, может быть, и неплохие, но та ситуация, которая у нас происходит, это превращается, вот знаете, клоунады. Это клоуны. Вот колпаки надо одеть, и вот эту клоунаду надо смотреть. Для того, чтобы наши жители, здоровые, более-менее, здоровые-то, это вот лучше не слушать их никого. И подальше от них, от всей той информации, которую нам преподносят. У нас никто не заботится о людях. Однозначно. Поэтому все это, еще раз хочу сказать, это та политика, которая идет на обнищание людей, на издевательство. Здравоохранение ухудшается, денег нет, еды нет, поэтому действительно бросили как хотят, так люди и выходят из данной ситуации. Многие уже говорят, вот давайте свои участки. Я, кстати, согласен, действительно, готовить огороды, и где здоровье будет больше, потому что людей на работе практически это рабство в прямом смысле слова. И уже люди все это видят. Они не могут ни своих, ни мужей, ни детей, а просто
обыкновенные рабы. И мало того, им становится страшно, если их завтра уволят. Вот довели наших же жителей. Следующая новость, Владимир Евгеньевич. Защита прав арестованных и осужденных людей. 22 декабря прошло в прокуратуре Мордовии межведомственное совещание. Прокуратура, УФСИН и Следственный комитет. И обсуждали там, нужно ли и насколько нужно применять к заключенным физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. В тот же день, 29 декабря, нагрянула комиссия Общественной палаты и члены Мордовской региональной ОНК, Общественной наблюдательной комиссии. Это институт, который партия «Яблоко» продвинула в начале 2000-х. Борщев, Валерий, законодательство. Причем этот институт ОНК, его нет ни в одной стране такой, что представители общественности могут посещать заключенных и смотреть, как к ним относятся. То есть мы в этом опередили. То есть у нас в стране есть и то, чем можно восхищаться и гордиться. И это члены партии Яблоков в частности. Так вот, 22 декабря СИЗО номер 1 посетили Общественная палата и ОНК. И там был наш дорогой Василий Дмитриевич Гусляников, Владимир Евгеньевич. Ему там все понравилось. Он вот даже восхищенно об этом говорит, что в отличие от прошлого времени нет там и перелимита заключенных, но особенно он вот возмущенно говорит, что жалобы в основном поступают надуманные, Владимир Евгеньевич. Я это слышу. И говорит, недавно вот пришлось проверять обращение одного гражданина, который пожаловался, что в местной библиотеке нет книг новых. А оказывается, и что же я увидел, восклицает он. Книгу, изданную в 2014 году. Это вот наш глава республики, о котором мы раньше не знали, насколько он доволен жизнью заключенных и их качеством их там обслуживания. Дальше, 28 декабря Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России ПРМ возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника ИК-14 колонии в поселке Парцы Зубово-Полянского района Юрия Владимировича Куприянова. На сайте Следственного комитета опубликована версия, что, не версия, их мнение до суда, что не позднее октября-декабря 2018 года подозреваемый в нарушении всего тут, в общем, он незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время. В общем, и Толоконникова Надежда Андреевна, и другая заключенная после этого, Индира Эдуардовна Багаева, они опубликовали письма о том, что их с 7 утра до часу ночи заставляют работать, это женская колония, кто не выполняет план, над ними издеваются, и, в общем, такая круговая порука, и не дают спать, по сути, там 3 часа в день. И вот, наконец-то, замдиректора ФСИН России, центрального аппарата, проверил эту информацию и решили решить вопрос с руководителем этой колонии. 24 декабря вот этот замдиректора ФСИН Максименко Валерий Александрович рассказал, что мы его отстраняем и будем вообще наказывать всю вертикаль, вплоть до руководителя ФСИН Мордовии. Все эти факты подтвердились, что с 7 утра до часу ночи, и то он об этом говорит, за малейший брак их сажали в карцер, лишали еды. И причем, когда Толоконникова еще 4 года назад писала, то тогда все было, фон общий, что это все привирает, преувеличивает, но по-тихому руководителя все-таки колонии уволили, супругу его, Александры Кулагиной, Светлану Кулагину, которая была замначальника УФСИН по Мордовии, тоже уволили, а зама подняли до исполняющего обязанности, и вот через 4 года и его тоже турнули, можно сказать. Дальше, в начале декабря была проверка в колонии номер 13, и там тоже оказалось те же факты. Никаких условий труда, никакой несоблюдения санитарной гигиены. Трудиться, трудиться и трудиться.
за копейки. А начинался этот месяц для руководителей УФСИН Мордовии очень красиво. 3 декабря состоялась встреча начальника мордовского пенитенциарного ведомства Леонида Викторовича Мустайкина с представителями компании «Восток Сервис». Это крупнейший в России разработчик, производитель и поставщик спецодежды. И мордовская УФСИН производит спецодежду для всей России. А в каких условиях, вот мы ранее узнали. И на этой встрече обсуждалось, как нужно увеличать заказы, качество, ассортимент и так далее. Через 4 дня в поселке Еваси Зубополенского района прошел внутриведомственный учебный форум сотрудников УФСИН межрегиональных и похвалили Мордовию, что один из лидеров в стране по доступности и достаточности рабочих мест для осужденных. А через несколько недель оказалось, вот это хорошее ведомство, там такие условия рабские, пыточные и невыносимые для жизни, ломающие личность и уважение, в общем, человека. Как бы вы это прокомментировали, вскрывшиеся факты? Здесь я вам скажу так. О чем мы говорим вообще о заключенных? Когда на свободе все, никаких прав. И вот то, что вы говорите, это буквально люди прекрасно знают. В республике Мордовия, если люди работают, никаких прав от зари до зари, и ничего им нигде не нарушается, точнее, нарушаются все права, Не соблюдаются. не да. соблюдаются. Поэтому о каких мы говорим в зонах? Там вообще бардак. Это вообще, там творится такое, что не дай бог, как говорится, быть там. К нашему сожалению, ну вот Россия-то, я говорю, что это практически те, кто сидели, те, кто сидят, ну и те, кто сядут. А все остальное, вообще политика вот в России такова, что все делают незаконные вещи. Я считаю, вообще эта политика в России, знаете, это если вдруг что-нибудь неправильно сказал человек, сразу иди сюда по принципу. Поэтому об этом да вообще говорить нечего. Противно смотреть. Василий Дмитриевич Гуслянников, мне стыдно, человек должен все-таки уважать себя, как я говорю. Но мы должны отслеживать его, чтобы понимать, за кого мы проголосовали, чтобы в будущем уже человека, с которым мы только знакомимся, заранее понимать, может быть, он точно такой же, как тот, чтобы лучше разбираться в людях, мы должны их факты их жизни потом приводить. Система, здесь вопросы не в людях. Понимаете, вся та система, которая в России и, естественно, в Мордовии, это не позволяет людям быть нормальным человеком. Еще мне интересный факт, что оказывается, вот управление ФСИН Мордовии, это, во-первых, самый крупный налогоплательщик Зубополянского района, а вообще один из крупнейших источников дохода для мордовского регионального бюджета. Вот несколько лет назад было где-то 1,5 миллиарда рублей. То есть получается, врачи, допустим, учителя Мордовии получают зарплаты, в том числе за счет денег, которые заработали вот эти рабы, которые живут, которые в местах заключения, в мордовских, получают там по несколько сот рублей в месяц, доходы делятся и не совсем теневым способом, но часть идет в региональный бюджет, и за счет этих денег платят зарплату учителям в поликлиниках и так далее. То есть вот наши врачи и те, кто получают зарплаты из регионального бюджета, должны, наверное, знать, за счет чьих средств они живут, в том числе. Если премьер-министр, председатель правительства России Медведев говорит учителям: вы доплачиваете, занимаетесь коммерцией. О чем вы? В нашей стране говорят, когда? Как вот глава республики Волков вот сейчас заявляет, у нас яиц в 2 раза больше, коров больше, дойных коров, все больше, в 2-3 раза все больше, только жизнь наша становится хуже, хуже и хуже. А я вам скажу, у кого жизнь становится лучше. Следующая новость. Предстоящий
снос исторического здания прокуратуры. У прокуратуры, видимо, новоселье ожидается. 13 декабря на круглом столе по вопросам борьбы. Но вначале другая новость. Не, Следственный комитет вы имеете в виду? Следственное уже все. Да, и сейчас прокуратура. Да, вот сейчас мы к этому придем. Вначале вот что. По поводу коррупции мне интересно, по поводу цифр. 13 декабря круглый стол состоялся по борьбе с коррупцией. Там выступил, в частности, заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Мордовии Михаил Сергеевич Бажанов. И сказал вот что. Возьму у него из выступления одну цифру, что в этом году пресечено 64 коррупционных преступления. Дальше, в тот же день или через несколько дней пресс-служба МВД сообщает, что уже с начала этого года не 64, а 200. Вот я не понял, как эти две цифры, если это одно и то же, почему они отличаются, если не одно и то же, я не понял связь. Но 27 декабря прокурор Мордовии уже другую цифру сообщает. Значит, 64, 200, а прокурор говорит 86 фактов взяточничества. В общем, или разная статистика, или я что-то не понимаю. Но вот этот прокурор, наш мордовский, Александр Андреевич Филимонов, 27 декабря, кроме этой цифры, сообщил во время пресс-конференции, что в 2019 году прокуратура переедет из вот этого красивого зеленого здания трехэтажного особняка на улице Льва Толстого в другое здание неподалеку на противоположной стороне той же улицы, заняв несколько этажей мордовского таможенного поста после проведения там ремонта. Неужели последнее здание вот это снесут? Как вы считаете, стоит так вот носиться? Оно как бы частично историческое, это середина 20 века? Да нет, оно же, во-первых, это не та тема вообще. Разве об этом в вопросе стоит? О чем, когда прокуратура у нас не работает? В моем понимании прокуратура это сейчас почтовики. А о тех фактах начинаешь писать, они просто направляют эти бумаги именно тем людям рассмотреть, на кого ты. А как должны? Закон. Закон для всех един. Как это? Это и есть Конституция Российской Федерации. Только у нас ни Конституция не работает, ничего. А это уже страшно. Это распадается российское государство. Плохо ли хорошие законы, но они должны исполняться. А у нас так, для всех, для кого надо, есть законы, а для них нет законов. Разве это страна? Это самое основное, с чего надо начинать, чтобы законы для всех быть едины. Тогда будет и коррупция, и все остальное. Сейчас я вас порадую, Владимир Евгеньевич. Следующая новость. Называется «Туристическая привлекательность Мордовии». 20 декабря Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал на своем сайте результаты совместного с журналом «Отдых в России» 4-го ежегодного исследования, посвященного развитию внутреннего и въездного туризма, привлекательности туристическому потенциалу и так далее. Из 85 регионов Мордовия, но это пока, к сожалению, потом скажу, что хорошего, из 85 регионов Мордовия на 71 месте по привлекательности. Непривлекательны мы. И мы там на уровне рядом с неспокойными республиками Северного Кавказа, у которых недавно война была, и удаленными северными регионами Якутия, Чукотка, Магаданская область. И вот Мордовия среди этих регионов. 21 ноября те же Центр и журнал опубликовали другое исследование по поводу туристических брендов России. В номинации «Загородный отель» 3-е место заняла мордовская база отдыха «Атрана». В номинации «Заповедники и парки» 1-е место в России, представляете, заповедная Мордовия, учреждение, это краткое название Объединенной дирекции Мордовского государственного природного заповедника имени Смедовича и Национального парка Смольный. 1-е место, намного опередив конкурентов. Дальше, 14 сентября Министерство культуры опубликовало сборник ежегодной «Лучшие практики этнографического туризма»,
в Российской Федерации. И там в топ-10 популярных этнографических фестивалей и праздников попал, с точки зрения аналитического агентства Турстат, вошел туда национально-фольклорный праздник Велень-Оскс, мордовский. Больше никто не попал. Центр национальной культуры в Старой Теризмерге не попал никуда. Музей деревянной игрушки в Подлесной Тавле. Они не вошли. Их Министерство культуры не рекомендует. Но еще один для туристической привлекательности такой фактор, что оказывается у Мордовии по итогам года максимальная социально-политическая устойчивость, Владимир Евгеньевич. И об этом говорят результаты ноябрьского исследования фонда «Петербургская политика», опубликованные 6 декабря на их сайте. Республика занимает 7-е место в стране по максимальной устойчивости социально-политической. По подсчетам Центра экономических и политических реформ, это другой, в рейтинге регионов Мордовия по числу протестных акций на 79-80 местах. Вот мы с вами перестали делать митинги, вот я помню, в 2011 году, в 10-11 я делал еженедельный митинг, и делали митинг параллельно только вы. Пикет проводили, я помню, а больше, ну и КПРФ. Не потому что законодательство такое практически. Да, да. Не может. Никто не рыпается. И люди безразличные. Безразличные, это я полностью согласен. 17 декабря, в завершении этой новости о туристической привлекательности, глава республики, он не дремлет, он трудится. Владимир Ильич провел рабочую встречу с представителями управляющей компании по развитию Саровско-Дивеевского кластера и сообщил, что мы ставим перед собой задачу увеличения туристического потока в республику. Очень важно для развития экономики региона это. Туризм – это одно из приоритетных направлений нашей инвестиционной политики. Вот. Стараются, но не получается, Владимир Евгеньевич. Как бы вы прокомментировали? Да у меня прокомментировать точно могу четко. Привлекательность во всем в Республике Мордовия – это очень много клоунов. Вот о чем вы говорите, это бы клоунады, и больше ничего. Но о чем можно вообще говорить? Очень много в Мордовии клоунов. Ну вот, наверное, мы на первом месте и будем в России. Что в Мордовии очень много клоунов. Так, ну это конец первой части.